Здравствуйте. В начале несколько коротких информаций. Сегодня состоялось заседание коллегии Управления транспортной милиции. Рассматривались итоги работы в 2006 году. Ситуация в целом характеризуется как напряженная, но достаточно управляемая. Что касается перспектив на будущее, то признано необходимым создать специальную систему контроля за сроками эксплуатации отдельных агрегатов и механизмов самолетов и вертолетов, с тем, чтобы по этой причине не допускать аварийности и чрезвычайных происшествий. Кроме того, генерал Акулов, начальник управления, поставил перед своими подчиненными задачу усилить работу по выявлению коррупционных связей между государственными чиновниками и должностными лицами авиапредприятий. Вторую неделю мэр Михальчук находится в командировке в Москве. Сегодня, в понедельник, в последний день этой командировки, как ожидается, он выступит в одном из постоянных комитетов Госдумы. Тема обсуждения – муниципальная служба. Ожидается, что глава администрации Якутска вернется в Якутск во вторник. Тем временем окружная администрация объявила о конкурсе по приватизации части муниципального имущества. Среди прочих объектов указывается парикмахерская в здании гостиницы «Лена», а также столовое кафе «Любимый город» в здании окружной администрации. Стартовая стоимость последней определена в 3 650 000 рублей. Установлено, что срок на раздумье для потенциальных покупателей 35 суток, причем каждую неделю стоимость этого объекта будет понижаться на 250 000 рублей. Ну а теперь давайте обратимся к основной теме сегодняшней нашей передачи. В последнее время достаточно много публикаций в государственных средствах массовой информации посвящено, якобы тяжелой ситуации, которая складывается в компании «Алроса». Надо признать, что зачин такому угнетающему впечатлению о том, что происходит в «Алроса», задал еще прошлой зимой президент Штыров. Однако в последнее время тональность его выступления относительно ситуации в компании стала меняться. Об этом, в частности, свидетельствует сообщение на сайте Саха-Ньюс. Под заголовком «Глава Якутии объявил о необходимости принятия мер по выправлению положения дел в «Алросе». Цитируется резюме Штырова последнего заседания наблюдательного совета компании. Мы всегда говорили, что нарастает целый ряд проблем, если их не решать сегодня, то у компании сложится неважная ситуация по производственной и экономической части. Конец цитаты. Как видите, глава республики сейчас просто констатирует нарастание трудностей в деятельности алмазной компании, исключая, однако, при этом эмоциональные обвинения в адрес руководства компании. Между тем, государственные средства массовой информации по накатанному пути продолжают обвинять руководство «Алроса» и в нежелании разбираться и думать о будущем, и, может быть, даже зачастую и не в компетентности. В частности, такие комментарии появились и после последнего заседания «Алроса», наблюдательного совета «Алроса», которое рассматривало перспективы завершения 2006 года. Ожидается, что в этом году компания произведет алмазов в стоимостном выражении на 2 миллиарда 300 миллионов долларов, а выручки получит от основной деятельности почти в 3 миллиарда долларов. Чистая прибыль по итогам года может составить почти 14,5 миллиардов рублей. А что стоит за этими абстрактными цифрами и прогнозами на самом деле? На эти вопросы Экса отвечает первый вице-президент компании Эрнст Березкин. 2005 год компания закончила с чистой прибылью чуть больше 15 миллиардов рублей. Причем я отмечу, что когда мы принимали бюджет 2005 года, мы ориентировались на то, что чистая прибыль компании составит где-то около 13 миллиардов рублей. То, что прибыль превысила 15 миллиардов, сказались факторы повышения уровня продаж, коэффициент при торговании алмазами, из-за того, что все-таки компания расторгла ранее невыгодные контракты, обязательства, такие как с Лазар-Капланом и тому подобное. Мы начали торговать, вышли самостоятельно напрямую на торговые площадки Антверпена, мы вышли на площадки в Гонконге, и это направление развивается. То есть, грубо говоря, 2005 год чистая прибыль была сверхплановой. В этом году мы ожидаем получить чистую прибыль ниже уровня 2005 года всего лишь где-то на 680 миллионов рублей. Но выше уровня плановой чистой прибыли 2005 года. Поэтому говорить о какой-то сверхпадении эффективности деятельности компании не приходится. Другой вопрос. Этот вопрос был известен
заранее, он был известен 10 лет назад, он был известен 15 лет назад. Компания к 2009 году подойдет к началу эксплуатации подземных рудников. 10, 11, 12 год будут вводиться подземные рудники, и понятно, что подземная добыча, она стоит, себестоимость ее выше, чем открытым способом. Не добывать алмазы с месторождений компания не имеет права, потому что это запасы, утвержденные геологическими всякими контролирующими органами. Это природные запасы страны, и мы обязаны, как бы ни ухудшались геологические условия, месторождения доработать до конца. Но это объективная реальность. К сожалению, второй такой трубки, как удачная, допустим, не удается найти. И вряд ли уже на территории Якутии будут вот такие месторождения, когда начало добычи сразу совпадает, низкие затраты по разработке карьеров, когда высокое содержание алмазов, этого уже не будет. Поэтому 9, 10, 11 года мы плавно подойдем к повышению себестоимости добычи алмазов. Это во всем мире. Точно так же, как работает и De Beers, и другие компании, Rio Tinto и тому подобное. Допустим, я могу сказать, что в прошлом году у De Beers минимум 5 рудников, насколько я помню, находились в убыточном состоянии. Но они обязаны были их разрабатывать, потому что никто не позволит бросить месторождение, снять сливки и уйти с него. Поэтому это все объективно. Другой вопрос, что строительство рудников надо было начинать не в 2002 году, в 2003 году там форсировать. Это нужно было делать действительно объективно где-то 7, 8, 10 лет назад. Уже начинать. Это не начинается? Были определенные причины, отсутствовало, может быть, скажем так, в большей степени практики, не было каких-то технических решений для строительства рудников, а плюс еще технологий эксплуатации месторождений вот в таких климатических условиях и горно-геологических условиях, как вот в Якутии, при разработке уже добычи рудным способом. Поэтому есть фактор времени. Сегодня компания все это форсирует, сегодня в плановом порядке идет строительство 3 рудников, и я уверен, что компания со своей задачей справится. Мы будем проводить оптимизацию своих расходов для того, чтобы себестоимость к 2009, 2010, 2011 годам она не превысила там критические уровни. Мы будем работать и на законодательном уровне, потому что во всех странах, в принципе, и в Российской Федерации, об этом тоже уже Министерство природных ресурсов Российской Федерации заявило о том, что должны применяться дифференцированные ставки налоговых платежей по пользованию природными ресурсами, когда месторождения входят в стадию падающей добычи и тому подобное. Поэтому это мировая практика, и компания сегодня уже сформировала и в ближайшее время рассмотрит прогноз своей деятельности до 2015 года. Это когда может случиться? Я думаю, что мы к концу года, вот десятилетку, уже рассмотрим направление и в начале буквально 2007 года внесем на наблюдательный совет. Предварительно я могу сказать, что показатели до 2015 года работы компании, они нормальные, компания будет прибыльной, уровень чистой прибыли будет, конечно, немножко снижаться, но в пределах естественных, как бы говорится, дефляторов, показателей, как и была компания прибыльной, как она платила налоги на прибыль, как она платила дивиденды своим основным, всем, то есть не только основным, а всем акционерам. А уровень дивидендов, вот мы надеемся, до 2015 года мы снижать не будем. А рентабельность минимально сколько может вот за этот период опускаться, до какой отметки? Мы сейчас делаем достаточно сложные расчеты, потому что мы не считаем
допустим, мы, конечно, считаем общую рентабельность компании, чтобы хватало чистой прибыли выплатить дивиденды, заплатить все полагаемые налоги, но мы еще считаем сегодня рентабельность по каждому месторождению, потому что нам важно, очень важно в новых условиях налогообложения, в новых условиях привлечения инвестиций иметь рентабельность каждого месторождения, чтобы показать, сколько будет стоить подземная добыча на Удачном, сколько будет подземная добыча на Мире. Вот это очень важно. Поэтому сегодня задача перед институтами, службами компании, чтобы они просматривали рентабельность всех по отдельности показателей. Плюс еще, конечно, я больше чем уверен, что мы будем вносить и уже в следующем году коррективы, связанные с более эффективной эксплуатацией вновь открытых месторождений, прежде всего на Кынском рудном поле. Сегодня и там ведутся работы, уже институт занимается вариантами начала строительства подземного рудника на Батлобинской трубке. То есть это уже мы сейчас с опережающими шагами пытаемся все это сделать. Поэтому ни о каком финансовом крахе алмазной компании сегодня говорить нельзя. Итак, первый вице-президент Алросы Эрнст Березкин понимает, отдает себе отчетность в проблемах, которые объективно и субъективно возникают перед его компанией, видит пути преодоления этих самых трудностей. И, одним словом, в общем-то, с уверенностью, с оптимизмом смотрит в будущее. Нам бы всем столько же оптимизма. На сегодня все. До свидания.